Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Еще 17 человек из ДНР прибыли в Абхазию. Они размещены в пансионате «Айтар». Отражаются ли на Абхазии санкции, введенные Евросоюзом в отношении России? В АГУ прошла презентация книги «Исторические и политико-правовые основания независимости Абхазии и Южной Осетии». Утром 2 марта из Донецка в Абхазию прибыл еще один автобус с беженцами. На территории России их лично встретил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня. Прибывших женщин и детей разместили в пансионате «Айтар». Подробности в репортаже Алики Трапш. 17 человек из Донецкой Народной Республики прибыли в Абхазию своим ходом на автобусе. Они заранее прислали свои списки, и, конечно же, наше правительство не могло отказать им. На территории России беженцев встретил и лично сопровождал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня. Уже в полдень автобус с женщинами и детьми прибыл в пансионат «Айтар». Когда сильный обстрел, дома опасно находиться, особенно с детьми, поэтому приходилось спускаться в бомбоубежище. Приехали мы из Донецкой Народной Республики, непосредственно из города Донецка. Но есть тут у нас семья из Иловайска города, это возле Харциска. В 2014 году там был Иловайский котел. Соответственно, детки у нас пострадали, и один ребенок из семьи стал инвалидом. Надежда Тимонова с семьей проживает в прифронтовых районах Донецка. Девушка рассказывает, что из-за постоянных обстрелов и бомбежек они вынуждены были прятаться в подвалах. Последнюю неделю находились без воды. Дома у нее остались родители и муж. Мы для детей сюда приехали, потому что они пугаются, на каждый шорох реагируют и не понимают, что происходит. Мне позвонили, я за 4 часа собралась, и потому что мы выехали в другое место, пришлось вернуться, и все это очень быстро, потому что ни воды, и свет пропадает периодически, и быстро собрались и уехали. Среди прибывших беженцев 10 детей. Маленький Паша Тимонов мечтает, чтобы поскорее закончилась война, и он с мамой и сестрой вернулись домой. У нас очень сильно бомбили, громко было. Я боялся громкости, и все вот так вот происходило. Ну, сейчас более или менее. Мне сейчас хорошо тут, и все тут отлично у вас. Я загадывала желание на священный день, чтобы война закончилась у нас. Виктория Волкова приехала с 2 детьми и мужем. На родине у нее осталась мама, которая отказалась покидать свой дом. Вдали от дома, конечно же, тяжело, но люди верят в лучшее. Я вот работаю в садике, помощником воспитателя. У нас один раз было попадание в сад. У нас очень большой сад, и попала в одно крыло. Да, и мы быстренько детей эвакуировали всех в подвал. Хорошо, что дети как раз только садились кушать, они мыли в умывальниках ручки, и стекла все посыпались. Хорошо, что они сидели не за столами, не в спальне были, а были в умывальнике. А так бы были жертвы. Массовая эвакуация гражданского населения ДНР и ЛНР была объявлена в связи с обострением ситуации в зоне конфликта. В основном эвакуация касается детей, женщин и людей пожилого возраста. Безусловно, мы созванивались, они прислали нам список, и все было согласовано. Те списки, которые мы получаем, мы докладываем руководству, и это происходит под руководством главы государства, премьер-министра. Я думаю, что здесь им будет комфортно, климат и отношения. Здесь все условия созданы для этого. Здесь работают и психологи, медики. Они на это очень надеются, радуются. Во всяком случае, в ближайшие недели-две, я думаю, что они здесь у нас будут себя чувствовать комфортно. В пансионате «Айтар» созданы все необходимые условия для комфортного пребывания беженцев. Представители МЧС несут дежурство на территории пансионата в течение всего дня, а в вечернее время на дежурство заступает охрана. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.
Министерство обороны Абхазии проводит внеплановую командно-штабную мобилизационную тренировку с управлением и командным составом резервных формирований оперативного направления «Восток» и комплектующими военными комиссариатами. Цель тренировки – проверка готовности резервных формирований к выполнению боевых задач в штатной организации военного времени. Также был проведен полевой выход артиллерийских и танковых подразделений. Руководство Государственного таможенного комитета проинформировало премьер-министра о текущих показателях за 2 месяца 2022 года. Председатель ГТК Утархеца и его заместитель Аляс Лабаху сообщили, что плановые показатели удалось перевыполнить. Фактический объем таможенных платежей составил 333 миллиона рублей при плане 275 миллионов рублей. Объем импорта составил 3 миллиарда 660 миллионов рублей, экспорта 1 миллиард 134 миллиона. Премьер-министр Александр Анкваб указал руководству ГТК страны на необходимость улучшения таможенного администрирования, особенно с учетом возможного осложнения ситуации во внешнеторговом обороте товаров. Президиум Верховного суда Абхазии отменил отсрочку исполнения приговора в отношении Аслана Свижба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Приговором Верховного суда Абхазии 2028 октября 2016 года Свижба признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 11 августа 2021 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии при особом мнении одного из судей приняла решение о предоставлении отсрочки исполнения приговора осужденному Свижба сроком на 6 месяцев. Свижба признан виновным в похищении и в последующем убийстве гражданина Российской Федерации, предпринимателя Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скоредновой с применением оружия, которое незаконно хранил и перевозил. Преступление им совершено в составе группы лиц с Квициния, Бигвава, Хмаил, Гопия. Климантович и Скореднова пропали 10 сентября 2012 года в Сухуме. Их тела были найдены 12 октября 2013 года в заброшенном колодце в селе Ахалдаба Чемчирского района. Отсрочка приговора в отношении Свижба Аслана признана незаконной, и в МВД Республики Абхазия направлено письмо о необходимости принятия мер о приведении приговора в исполнение. 3 марта в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 15-го Атхарского округа. На прямой эфир приглашены Алмазхан Барцец, Бадри Пилия, Валерий Сичинава и Иван Тарпа. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 24-го Пшапского округа. На прямой эфир приглашены Ашот Минасян, Ашот Аксузян и Хачик Такмазян. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Продолжаем выпуск. Президент Аслан Бжания поздравил общественного и политического деятеля Нугзара Ашуба с юбилеем. В поздравительном адресе глава государства отметил, что Нугзара Нуриевича знают в Абхазии как опытного и мудрого политика, к чьему мнению и советам прислушиваются разные политические силы. Аслан Бжания подчеркнул, что вклад Нугзара Ашуба в становление и развитие республики, совершенствование ее законодательства невозможно переоценить. Евросоюз и ряд западных стран ввели серию экономических санкций в отношении России, которые в первую очередь затрагивают банковский сектор. Как это может отразиться на работе банка в Абхазии и финансовой системе в целом, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Эсмы Гуландзе. Напомним, первый пакет санкций США, ЕС и ряд других стран ввели после того, как 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Ситуация усугубилась в связи с обострением военного конфликта. В настоящее время российский Центробанк и еще 9 банков находятся под санкциями. Так как Абхазия расположена в рублевой зоне, нельзя утверждать, что ситуация не отразится и на нас. Скорее всего, нас ждет повышение цен на многие виды товаров, на категории различных товаров. Но это те издержки, те, как говорится, проблемы, к которым нужно быть готовыми. И самое главное в данной ситуации не поддаваться панике. Надо, как говорится, сохранять спокойствие, потому как именно панические настроения всегда усиливают эффект от такого подобного вида
санкции. Возможное отключение российских банков от межбанковской системы SWIFT называется одной из самых жестких санкционных мер. Однако Россия заблаговременно готовилась к возможным рискам. Для их минимизации в стране были созданы соответствующие структуры. Что касается именно абхазской банковской системы, то в принципе на нас отключение от SWIFT ряда вот этих банков крупных не должно отразиться. У нас взаимоотношения в основном с Россией, это российский рубль используется для оплаты, поэтому именно каким-то кардинальным образом на нас это не должно сказаться, именно оплата каких-то продуктов, товаров и услуг. 28 февраля Центральный банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Это означает, что процент по вкладам и процентная ставка по кредитам неизбежно вырастут. Центробанк объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий. Применимо к Абхазии подобных изменений пока не предусматривается. У нас ставка рефинансирования она с 2009 года составляет 12%, и пока не предусматривается какое-то изменение. И если раньше для кого-то казалось, что это такая вот значительная ставка, то, как показывает нынешняя ситуация, то это вполне себе адекватная ставка. Пока не наблюдается какое-то желание у коммерческих банков абхазских повышать процентную ставку по кредитам. И надеемся, что такая динамика будет сохраняться. Естественно, все это зависит от ситуации как и в России, так и в целом на мировом пространстве. Что касается банковских карт в нашей стране, карты российских и абхазских банков обслуживаются в обычном режиме. Жители и гости Абхазии могут расплачиваться ими в магазинах, снимать наличные средства в банкоматах по всей республике. Никаких проблем с обслуживанием российских банковских карт и банковских карт АПРА на территории Республики Абхазии нету. Хотелось бы отметить тот факт, что процессинговый центр национальной платежной системы АПРА находится в Банке Абхазии на территории Республики Абхазии, и обслуживанию наших карт на территории нашей страны ничего не угрожает. Также хотелось бы отметить то, что по аналогичному принципу построена работа и российской национальной системы платежных карт МИР. Поэтому никаких проблем с обслуживанием российских банковских карт тоже нету. Национальная платежная система рекомендует гражданам держать денежные средства на картах АПРА и картах платежной системы МИР. Банковские карты нашей платежной системы они не могут быть заблокированы извне, принимая во внимание автономность ее работы. Также по аналогичному принципу работает российская национальная платежная система МИР. К экономическим санкциям присоединилась и корпорация Apple. 1 марта она объявила о прекращении продаж техники в Россию. В заявлении компании отмечается, что остановлены также поставки партнерам. Все это незамедлительно отразилось и на Абхазии. Наша съемочная группа посетила столичные магазины техники. Стоимость продукции Apple в них поднялась примерно на 10-15%. Кое-где телефоны последних моделей убраны с прилавков. Как нам сказали продавцы, до момента урегулирования цен. В магазине «Эксперт», расположенном рядом с центральным рынком, продаже представлены телефоны, наушники и часы компании Apple. В зависимости от модели, но приблизительно, можно сказать, 10-15%. С чем это связано? С дефицитом айфонов, то, что их стало как минимум мало поступать, и с повышением цен. Доллар увеличился, и, соответственно, поэтому цены поднялись. Да, но я, насколько понимаю, то есть продукция была закуплена до вот этих всех событий? Не совсем. Были какие-то остатки продукции Apple, а потом был перевоз как раз в тот период, когда цены, приблизительно у нас товар приезжал где-то в этом промежутке времени. И в основном все, что есть, это то, что мы успели приобрести уже после повышения цен. В некоторых магазинах мы заметили повышение цен и на китайскую технику. По словам владельца одного из магазинов, это связано с повышением курса доллара. Вырастут ли цены и на другую технику? И с чем это в действительности связано? С колебанием валюты? Или же магазины решили, как говорится, словить волну? Утверждать сложно. В любом случае, возможности купить себе технику по обычной стоимости остается все меньше. И похоже, что рост цен на некоторые категории товаров неизбежен. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
В Государственном комитете по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию обсудили работу сетей связи на фоне так называемых DOS-атак, то есть хакерских атак с целью взлома вычислительной системы в свете нынешних экономических и политических событий. Сложная ситуация на ближайших территориях, усложнилась сильно экономическая ситуация на рынке связи, потому что все основные поставщики оборудования, они проводят свои расчеты в иностранной валюте. Также много уже подписанного оборудования, оно из-за логистики временно приостановлено. Мы должны осознавать, что развитие сетей связи на территории республики будет замедляться, идти с более низкими темпами в связи с данной ситуацией. Увеличение DOS-атак. Мы просим наших граждан проявлять терпение в этом плане. У нас могут быть небольшие замедления в работе сети интернета. Однако мы постарались осуществить консолидированную программу быстрого реагирования на эти DOS-атаки. Постараемся оперативно реагировать. В Абхазском государственном университете прошла презентация книги «Исторические и политико-правовые основания независимости Абхазии и Южной Осетии». Авторами книги являются доктор социологических наук, кандидат исторических наук Максим Васьков и профессор-президент Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Захаров. Репортаж Шазины Ханагуа. До начала презентации книги «Исторические и политико-правовые основания независимости республик Абхазия и Южная Осетия» ректор АГУ Олег Угварами принял одного из авторов книги Максима Васькова. К сожалению, соавтор книги Владимир Захаров недавно ушел из жизни. С какой теплотой всегда Владимир Александрович относился именно к Абхазии. И здесь дарственная надпись, вот лично для вас. Это было последнее посвящение, которое он дал своей жизни. Просил у врачей время, когда его забирали уже все в реанимацию. Я записал вот полностью все его слова, которые были в ваш адрес университета, абхазскому народу сказаны. Они здесь, полностью в распоряжении университета, Олег Алексеевич, готов быть во всех моментах вам полезен. Пожалуйста, вот эта книжка. Профессор, президент Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, кавалер ордена Ахзапша Владимир Захаров неоднократно приезжал в Абхазию, принимал участие в мероприятиях, проходивших в университете. Олег Угварами отметил, что готовятся доклады по трудам Владимира Захарова. Несколько раз был, 2 раза участвовал в торжествах, посвященных выпуску. Да, вручал дипломы там, и так далее, выступал. Вот. И, конечно, очень жаль, что он так рано ушел. Книга посвящена событиям, имевшим место в Абхазии и Южной Осетии после развала СССР. Кровавая агрессия Грузии, пытавшейся вернуть угнетаемый ею народ Абхазии и Южной Осетии, не увенчалась успехом. А 8 августа 2008 года прошел Блицкриг, названный впоследствии пятидневной войной, которая закончилась полным крахом агрессора и признанием России независимости Абхазии и Южной Осетии. Двойные стандарты в мировой политике мешают нормальной жизни этих стран, появившихся на постсоветском пространстве. Мы решили собрать под одной обложкой вот именно аргументы разного уровня, разных направлений и коснуться тех вопросов, которые относятся к истории, как вообще формировались предпосылки для того, что Абхазия вынуждена была бороться за восстановление независимости, что было в истории, рассказать о том, как происходило, по крайней мере, из тех документов, знаний, которые были нам доступны, как начинался процесс именно национального возрождения именно Республики Абхазия, как шла борьба за независимость и в Абхазии, и в Южной Осетии, показать на уровне политико-правового анализа, в какие системы международных отношений там можно все тоже понять. Например, почему с меньшими гораздо правами Косово
могло получить суверенитет и получить признание, а Абхазия, когда существовала абхазская государственность, историческая, еще с древнейших времен, почему очевидные вещи абхазам сделать не давали, почему лучшие сыны и дочери отдавали свою жизнь и завоевали независимость. Данное издание, оно действительно очень важно, и важно оно в первую очередь, наверное, для ребят-студентов. Здесь на самом деле собраны такие материалы, которые, может быть, очень сложно будет самим найти. Вот они все уместились вот в этой книжечке. Здесь очень важные слова прозвучали, нам надо отстаивать свою правду. Самое сложное – это отстоять правду в мире, не в войне. В войне иногда легче бывает. На презентации книги присутствовали ученые, которые были лично знакомы с автором книги Владимиром Захаровым. Они поделились своими воспоминаниями. Во все наши праздники я его видел здесь и, как правило, приходил в университет. Он любил общаться с научным сообществом, со студентами. Это был симпатичнейший человек. Кстати, вот медаль от его имени, за его подписью у меня дома хранится. Вот. Он был на самом деле уникальный человек. Мы издали даже несколько совместных, он находил очень интересные документы и современные, вот по 19 веку, просил меня там сделать, мы вместе с ним вот пару документов издали и так далее. Он очень переживал за Абхазию. Почти всегда, когда проводил какие-то мероприятия, приглашал нас, активно участвовал в наших мероприятиях. Книга «Исторические и политико-правовые основания независимости Республика Абхазия и Южная Осетия» предназначена для студентов и преподавателей, для всех интересующихся историей Южного Кавказа. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Снежная лавина сошла в районе Ауатхары и накрыла несколько пастушьих домов, сообщил директор Национального рицинского реликтового парка Адамур Богателия. По словам Богателия, пострадали 2 дома. Покров снега большой, и определить реальные последствия пока невозможно. Лавина сошла в середине февраля. Не исключается, что стихия не просто накрыла строения, а снесла их. Директор парка также рассказал, что за последние недели по дороге к озеру Рица также сошло несколько небольших лавин, но их удалось быстро расчистить. Путь к озеру свободен, и туда сейчас может добраться любой транспорт. Посольство России в Абхазии сообщает, что в субботу 5 марта с 10 до 14 часов в консульском пункте в городе Гагра будет производиться выдача готовых российских загранпаспортов. Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт. Посольство также информирует, что 5 марта прием граждан в консульском отделе посольства в Сухуме будет производиться только по срочным вопросам. 7 и 8 марта в связи с праздничными днями приема не будет. Сухумский водоканал сообщает, что в четверг, 3 марта, часть Сухума останется без воды. В связи с ремонтом водопровода по улице Квициня с полуночи до 18 часов будет прекращена подача воды у жителей Турбазы и Кадорского шоссе. Сразу после новостей на нашем канале начнутся теледебаты кандидатов в депутаты Народного собрания от 23-го Гумистинского округа. На прямой эфир приглашены Левон Галустян и Артур Ичмелян. Затем теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 18-го Гудаутского городского 1-го округа. На прямой эфир приглашены Леонид Лакербая и Беслан Таркил. Также 2 марта состоятся теледебаты с участием кандидатов от 32-го Ачимчирского округа. На прямой эфир сегодня приглашены Батал Джопо, Гунда Цвижба, Ишсоука Каля и Милана Цвижба. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 3 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый. В предгорных районах дождь с мокрым снегом, в горах снег, туман. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем 6,11. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.